Нетрогательный бизнес. С начала Нового года в России вступил в силу закон об ответственном обращении с животными. Один из его пунктов ужесточает работу контактных зоопарков. Некоторые эксперты и вовсе прочат их полное исчезновение. Новый закон защищает как самих животных, так и посетителей, в первую очередь детей. В чем суть нового документа, разбиралась Ульяна Шагина. Наталья Повецкая 4-й год содержит в Якутске контактный зоопарк. Теперь он сменил название на зоогалерею. Признается, новых правил не боится и даже рада, что вышел новый закон, который защитит животных, прежде всего, от нерадивых владельцев. Я очень рада, что он вышел, потому что на протяжении 3 лет я объездила всю Сибирь, все контактные зоопарки, Москву, Новосибирск и так далее. Ну, у меня, допустим, я просто была в шоке, когда на том же 5-м этаже торгового центра стояла пони в вольере метр на метр, а это лошадь, ей нужно постоянно двигаться, это 100% животное уже погибнет в любом случае. В зоогалерее сегодня содержится около 20 видов животных. Беличью обезьяну по кличке Джуди в очень плохом состоянии Наталья буквально вырвала из рук московского фотографа. Теперь Север стал настоящим домом для экзотического животного. Когда мы сняли ошейник, мы приходили в ужасе, в полном. Там все загноилось, естественно. Обезьяна сама себе вообще никак, не знаю, она не была сама себе отдана, она всегда смотрела и готова была всегда все исполнять. Отныне по новым правилам гладить ее, да и многих других животных зоопарка чужим нельзя. Для обезьянки в ближайшее время будет построен домик, в котором он сможет укрыться от чужих глаз и отдохнуть от большого количества клиентов. По новым нормативам теперь к физическому контакту с людьми будут допущены, к примеру, козлята. Но для них по новому закону теперь должен быть построен собственный домик, где они могут укрыться от нежелательного контакта с людьми. Но, как утверждают сами работники зоопарка, в домик они будут заходить только в ночное время. А так они туда не заходят, они постоянно требуют контакта. Они уже настолько привыкшие к этому, люди заходят, они их кормят, они их гладят. Зоозащитники добивались принятия этого закона долгих 8 лет. И, конечно же, рады, что теперь он хоть как-то защитит братьев наших меньших. Контактные зоопарки, они сильно сокращают жизнь животного, потому что он находится в неволе, это неестественная среда, плюс вот эти люди, которые постоянно с ним контактируют, животное должно жить в своей среде, человек должен жить в своей среде. Я считаю, что человек не должен лезть к ним, так же, как и они не лезут, по сути, к нам. Между тем, по новому закону, те трогательные зоопарки, которые не смогут пройти все требования, обязаны будут сдать своих животных в специализированные питомники, коих в столице, естественно, нет. Тех же самых обезьян, если мы отвезем в пункт передержки на Чеченко 57, кто им создаст там температуру, кто им будет кормить манго, креветками, давать им витамины ежедневно. Это все очень недешево, Тем временем региональное управление Россельхознадзора в эти дни начнет проверку всех контактных зоопарков в Якутии. На сегодняшний день запрошено наличие контактных зоопарков, количество животных, видов животных. Проверки будут с этой недели именно по этому закону. Еще одно условие таких зоопарков – обязательное их лицензирование. Оно будет происходить до 2022 года. Но пока не определены даже условия выдачи этого документа. А пока все зоопарки в Якутии собираются работать в штатном режиме. Ульяна Шагина, Георгий Григорьев, Григорий Николаев, Якутск.